Салям алейкум! 21 февраля – День родного языка. По традиции, в этот день, накануне, или пару дней после, мы много говорим о проблемах крымско-татарского языка. Наш язык, к сожалению, является исчезающим. И, что интересно, о проблемах языка в этот день говорят люди, у которых как раз-таки проблем с этим языком нет. А те, кому вы адресовались эти советы и наставления, проходят, как правило, мимо. И у меня нет готового решения и ответа на вопрос, что с этим делать. Но вот о чем я хочу сегодня с вами поговорить. Примерно год назад, в апреле месяце, я побывала на конкурсе крымско-татарских педагогов «Тассиль Анахтары», который проводился впервые в Кезлеве. И, знаете, меня поразило это мероприятие, поскольку 3 дня мощного погружения в самые передовые педагогические практики и технологии. И кроме этого, это было погружение в родной язык, поскольку сам конкурс, задания и общение после самого конкурса проводилось на крымско-татарском языке. И это была действительно рабочая атмосфера. По возвращении я даже заметила, что стала немножко забывать русский язык. Спустя время я записала интервью с организаторами этого конкурса. Это детский центр «Фиданчах» и Центр развития подростков «Smart Lab». Педагоги поделились со мной наблюдениями, опытом проведения этого конкурса, который проходил впервые. И я хочу вам предложить посмотреть это интервью. Магия монтажа нам в этом поможет. Мы сейчас перенесемся в другое время. Посмотрите обязательно, поскольку там для вас, для зрителей, в этом видео есть задание. Итак, смотрим. С 28 по 30 апреля 2023 года в Кезлеве, в Евпатории, прошел конкурс крымско-татарских педагогов «Тассиль Анахтары». Есть такой штамп, стереотип, что у учителей очень маленькая зарплата, у них очень низкая мотивация, и, соответственно, какой-то их со всех сторон. Это Министерство образования, школьная администрация, им что-то постоянно, какие-то нагрузки сверху спускаются. Дети, которые уже не те послушные дети, которые, может быть, были лет 20 назад. Телефоны, гаджеты, очень много вызовов у педагогов сегодня в борьбе за внимание школьников. И вот у меня в этой связи такой вопрос. Зачем сегодня педагогу развиваться? Зачем ему прокачиваться? Иnkişaf etmege вакыт керек биринчиден. Экинчиден, мына багышланган чыгартка кайтайым. Бөлек бир шей бар. Биздин ожаларыбыз арасында тежрибе пайлашуу жоктур. Яни олар билмейлер чалышканда, конспектлерни язганда, яда балалардын дерслеринде насыл бири-биринен тежрибе пайлашуу ве көстөрмөк. Мен мына буле усулларын более колланам. Мисалы үчүн, бу усулунен мына буле шекелинде колланам. Яда мен земаневий мына бу методиканы более шекелинде балаларын колланып. Это только нам свойственная история? Или вообще так Мен белесем умуми, ама бизни тек биздин ожаларыбыз мерахландырган үчүн биз тек кырым татар ожалары арасында более фестиваль шекелинде бу ярышны кечирип яптык. Элбетте эң эсас максатыбыз бир площадка яратмак эди, ама площадканы кызмет этсе ниетибиз бар девам этмеге. Тежрибе көстөрдү ки, мына бу биздин ярышыбыз көстөрдү ки, ожаларга о да жетишмей. Тек онлайн дегил, офлайн керек конушмага, көзүнө бакып, дуйгуларын көрүп, более бир көңүлүн көтөрмөк үчүн более тедбирлер ве ярышлар мен белесем чукча кечирмеги керек. А кто к вам приехал? Кто подал заявки? Кто эти люди вообще? Кырымдан, фарклы көшелерден, райондан ожалар. Аслында биз илан эткенде бу ярышны ана тили күнүнө багышлап оны башладык. 70 ожа бизге кошулуп заявканы берди. Ожалар заявкаларını жоллап, 3 сынавдан кечмеге керек эдилер. 3 сынавдан ве финалга 30 ожа чыкты. Ожалар Ички райондан, Жанкой райондан, Бахчисарай райондан. Я была на всех конкурсных днях и увидела, когда въезжали педагоги, они приезжали очень разные. То есть понятно, что те, кто в столице, те, кто в городах, эти люди как-то уже видели что-то, у них их не удивишь отелем «Дживаль». А были люди, которые говорили, что они в первый раз за свою жизнь вообще выбрались куда-то дальше своего села, первый раз в Кезлеве.
И почему, вот как вот вы почувствовали, вот очень, очень разные люди, да, по опыту, по возможностям. Максатыбыз улейді. Фарклы адамларны топламага ве атта bizim районларда çalışkan hocalarını celp etip, Илхам бермек оларға. Чөнки илхамсыз инсан балаларға да илхам беремес. Doğru mu? Говорят же, что хороший учитель – это отдохнувший учитель. biz Dilara xanımға келгенде bu fikirінен sponsorlarını қыдырғанда, o en esas sponsorımız ola ve o böyle şeyini aytты. Bizim hocalarımız özünü adam olarak duymaq gerekler. Yani dülber yerde keyiflenip, dülber yerde oturup, bu yarış iş için dülber olmak gerek ve yaşaması, aşaması her şey dülber olmak gerek. Bu sebepten belki o oturup düşündü ve dedi ben sizge kol tutam. Ve o gerçekten doğruydu. Çünkü hocalar o kadar ruhlandılar bu yarıştan. Bir taraftan dediler siz bizge bir dakika rahatlık vermediniz. Да, Ne программа öğle была vakitinde плотная. ne akşam saat 11'gecek biz oturup çalıştık. Ama başka taraftan onlar bambaşka duygularla kettiler, rahatlanıp, gönüllerini kotarıp ve bir ateş gözlerinde edi olar ketkende biz onu gördük. Мы понимали, давали себе отчет, что приедут люди, не знающие друг друга, и нам необходимо было решить задачу перезнакомить. Причем это сделать очень быстро, потому что они работали в команде во время конкурсных испытаний, и они должны были друг с другом по максимуму познакомиться. Что общего, какие интересы, помимо предметов, которые они преподают, или помимо крымско-татарского языка и мест, откуда они приехали, что еще общего? Вот задача была вытащить это, и в игровой форме, опять же, вот проводили нетворкинг на выстраивание связей. И, кстати, это настолько хорошо прошло, что мы до сих пор получаем обратную связь. Люди, которые не знали друг друга до этого никогда, они сейчас дружат, поддерживают дружеские отношения, они встречаются, пьют кофе, гуляют в той команде, в которой они работали. То есть это сработало хорошо. Мы использовали в нашем конкурсе в течение 3 дней различные форматы. И еще одной из задач стояло, чтобы все форматы, которые мы используем в нашем событии, чтобы они брали с собой и применяли в работе. Не просто мастер-класс, где люди сидят, слушают, там что-то записывают, а это был интерактивный мастер-класс, где идет вовлечение. То есть что-то рассказывается, да, вот вы были тоже в качестве спикера, рассказывали, что сейчас в эпоху цифры учителя выходят в интернет, да, и нужно было красиво снять. Моя часть была связана с тем, что учитель в кадре, и несколько лайфхаков я подсказала учителям. Hocalar kullanırlar. И до сих Да, пор hocalar они kullanırlar. применяют, Hatta да. kommentarlarda aşağıda bu şeylerini yazarlar kimi. Bazı insanlar böyle deyirler. Balam telefonda otura, internete bağlı, başını көтермейе, butungu, ne yapayıq bilmem. Bizim maqsadımız böyle. Hocalar bundan ayırmağa değil de bundan kullanmağa öğretmege gerekler. İnternetten ne almağa mümkün, ne kullanmağa mümkün, fayda için gerek şeylerini ayırıp almağa gerek. Öğretmege buna gerek ballarını. Bundan kapatsaq balları Kaçmazsın. Şimdiki vakitinde çıkış değil bu mevzudan, çıkış değil. Biz öğretmege gerekmez. То есть современные педагоги должны подстраиваться, да, под реальность, не создавать для детей какой-то отдельный маленький мир, а Onlarla beraber. Tek geliştirmege değil de onun balların öğünden yapmağa gerekler. Сейчас Artta değil de. вообще это реально, потому что Педагоги- такое ощущение, что Привет. дети могут учить. Педагоги осознают, что сейчас взрослые люди, мы находимся в позиции отстающего. Дети уже впереди давно. Мы должны нагонять с такой скоростью, хотим мы это, не хотим, страшно, не страшно, мы должны раньше учитель за Сломалась собой эта тянул, да. преемственность, да, передачи знаний от старших к младшим, получается. Сейчас Даже уже немного не со временем, стоит а впереди по времени. новым федеральным государственным образовательным стандартам, не стоит задача, теперь учитель не является ретранслятором знаний. Сейчас секундное дело, чтобы найти какую-то информацию. Теперь учитель должен по новым стандартам помочь ребенку найти правильную информацию,
потому что много информации недостоверной, а в потоке этой информации правильно уметь найти ее. Критичность развивать, вот эти soft skills, Критическое которые мышление. тоже мы использовали в нашем конкурсе, да, мы больше про это, про мягкие навыки, soft skills, креативность, выйти за рамки, найти решение какой-то проблемы. Конушма бакларны хурмага огретмеге. Бу да моим бір шебізім заманымызда. То есть дети не умеют общаться. Онда бар. Бір-бірінен ве бүйіклерінен. Ну, дети сейчас общаются только через мессенджеры. И то мы знаем, как они общаются. Они общаются буквами. СПС, ПОЖ и так далее. Да. Мына отыралы беребе. Кырым татар тілінде насыл? Сылымы, сілям. Сылымы, сілям. Поэтому, когда они приезжают в лагеря, дети, мы просто общаемся на какие-то отвлеченные темы. А как у тебя дела? А чем ты занимаешься? Чем ты увлекаешься? О чем ты мечтаешь? Для детей сначала услышать в диковинку от взрослого такие, он сразу думает, что вы от меня хотите, да? А потом, когда понимает, что ты просто общаешься на какие-то свободные темы, им это нравится. И вот Сурайлар, сіз ақшан бізден өле құнышы жасыңыз мы? Біз дейміз. мы должны уметь коммуницировать друг с другом. И дети, не имея навыка коммуникации, банально не смогут устроиться на работу, прийти. Ну вот они вышлют через онлайн-резюме. Их все равно пригласят. Пусть даже через скайп пообщаться, но они должны будут что-то говорить. И вот здесь необходимо будет навыки коммуникации. Они должны будут как-то себя уметь продать. Один из интересных дней был, по-моему, третий день, да, когда мы смотрели кейсы. Кейсы, да. Вы подготовили заранее несколько таких видеоситуаций, которые были взяты, я так понимаю, из жизни, да, сыграны. И я сейчас предлагаю посмотреть кейс номер 1. Мы обсудим с педагогами, и затем я предлагаю нашим зрителям также высказывать свое мнение вот здесь вот в комментариях по поводу того, что вы увидели. Селям алейкум, Айша Рифатовна. На минуточку мүмкін ме? Алейкум селям, кіріңіз. Мен 9-шы сынып тәрбиесі Рамазан Меметовны анасы олам. Рамазанны машаласы бар, пек яқшы оқый. Сіз білесіңіздер, бір проблема бар. Біз колледжіге кірмеге hazırlanамыз. Колледжіге кірмеге үшін рус тілі керек. Оны үшін туған қырым-татар тілі дәрсіне, туған рус тілі дәрсіне денештірмеге керек. Қырым-татар тілі ана тіліміз. Оны әршіні анлайым. Біз евде тырышамыз лаф етмеге тек қырым-татар тілінден. Амма да, хватает же немножко. Денештірсеңіз, талебелердің сайысы аз олacak. Бұл саатларын башқа ұжаға бережеклер. Более шыны мана насыл теклиф етесіз? Әршіні анлайым. Но вы тоже подумайте об учениках. Тәсір системасы олен құрылған, не үшін біз замет чекмек керекміз? Сіз енді қарар алдыңыз. Не үшін сіз маға келдіңіз? Сізнен откровенно лаф етмеге істейм. Сіздің пек урмет етеміз. Ожа оларақ пек бегенеміз. Білмейм. Өзіңіз бақыңыз. Сіз разысыңыз мы? Сіздің фікіріңіз очень важно для нас. Чоқ сақ олыңыз. Білмейм. Өзіңіз бақыңыз. В каждом кейсе зашифровано много разных вопросов проблемных. Задача участников была, там нет правильных и неправильных, да, что вы свое увидите и какое решение вы нам предложите. Это достаточно сложный вопрос, риторический иногда даже бывает, и нам было интересно узнать, это как такой мозговой шторм. Как мы можем решить эту проблему, когда на весы ставится другой язык, не крымско-татарский? Ну, там на весы ставится скорее желание родителя обеспечить какой-то достойный лифт, да, социальный для своего ребенка в этой ситуации. То есть если родитель понимает, что крымско-татарский язык ему этот лифт не обеспечит,
то есть страх, что мой ребенок чего-то упустит в этой жизни, да, когда другие будут рвать. Вот будущее моего ребенка в этой ситуации, в этих условиях, так как я вот это вижу. Язык, мязык – это все потом. Да, а вот он должен быть там первым, а не среди отстающих в силу того, что он вот сейчас будет у меня не к ЕГЭ готовиться, да, а вот к родному языку. Озыны инсан дуймак үчүн мен сізден сұрасам. Сіз кимсiniz? Сіз насыл жауап бересіз? Да, вот я как бы видела эту сторону матери, да, в то же время я вижу учителя, который немножко смотрит вперед. И он понимает, что рано или поздно вопрос самоидентификации для ребенка тоже станет определяющим. И он будет взрослеть, он будет думать, а кто я, да, он придет в крымско-татарское сообщество, которое у нас любит хейтить по принципу, вот язык ты не знаешь, вот как-то так, да, и это тоже очень важный вопрос. Взаимоотношения учителя и родителя в нашей системе, когда учитель же у нас, как у нас говорят, что образование – это система обслуживания, да? А что тогда учитель в этой ситуации? Чего изволите? Или это все-таки какая-то другая миссия социальная? Бу кескенени көрдік, оджаға келген ана, өзі қырым-татар тілінде суржик тилафет, яғни чоқсы рус тілінде. Демек, бу ана evde өз баласын қырым-татар тілінде, ана тілінде лаф етмей. Ve егерде бала мектепте қырым-татар тіліні yazsa, аризаны yazып, дерслерде отырып огренежек, демек месулет анасында olacak, баланын анасында. O evde onun derslerini yapmak gerek olacak, қырым-татар тілінде лаф етмейге керек olacak, seviyeni көтермейге керек olacak. Бу да бар. Бір сұру бір іш, бұна зорланып, тырышмаға керек, огренмеге керек, доқырама? Бала нен бер, бұ вақыт ала, тахат ала, бет, бұна біраз зорланмаға керек. Бұ да бар. Итак, ждем от наших зрителей комментариев и обсуждений первого кейса «Учитель и родитель». И давайте сейчас перейдем к кейсу номер 2. Он тоже вызвал во время конкурса очень бурную реакцию. Это у нас кейс Родители, ребенок, домашнее задание. Домашнее задание и преподаватель, в семье, учителя. да, и преподаватель. Я тоже знаю, что эта история взята из жизни. Жизни, да. Итак, смотрим кейс номер 2. Yeter ya, ben bir şeyde anlamayım. Sen derste oldun da. Ne ev vazifesini nasıl yapmak gerek sana anlatmadılar mı? Yok, vakit olmadı. Vakit olmadı. Bu saçma şeylerini kim uydurup çıkara eken? Ha? Emine. Ne? Seninki puda bir tanışın okugan edi. Ona telefon aç. Belki o biledir. Haysı tanışım? Na çok bilgen sarışın var edi da. Vasfiye mi? Ya mühendisdi. Ne farkı? Bizimkiler hepsi onda. Bilmek gerekler. Kırım-Tatar bölügünde okuganlarga telefon açmak gerek. Nima yola? Şimdi toxtat. Fotosunu çıkarayım. Alo. Alo Pakize, selam aleyküm. Yardımın gerek. Sana balanın Kırım-Tatar dersinden vazifesini yolladık. Ne yapılacağını aslı da bilmeyik. Baksa. Yaxşı, men bakarım. Alo Meryem, sana bir talebenin vazifesini yolladım. Baksaçı, men bir şey anlamadım. Anladım. İsa İbrahimoviç, selamun aleyküm. Aleyküm selam Meryem. Siz mektepte çalışasınız, Evet çalışamız. Hocam kıyın bir vazife verdi. Bir şey anlamayız. Yardım etseniz? Evet yollanız, şimdi ben bakarım. Bunu aldım. Vay, ya bu talebelerge berilgen ev işleri, vazifeler pek kıyın da. Bu nasıl mektep? 62. mektepte, 4. sınıfta. Gerçek mi? Ya bu men bergen ev işi de. Prikинь.
Как восприняли этот кейс учителя? Я видела, что они улыбались, смеялись. Бу кейс ләтифе кебе бер шей булып Да. чыкты. Да. Базыл розаны көрдүлөр. Onun için колеп более Да, бер поэтому такая была хорошо, очень да. взрывная реакция, да, эмоциональная Бу получился. керчек, бу керчек. Если Яшадылмыш первый шейлер. кейс, он немножко вот заставил задуматься, да, какая-то очень такая сложная ситуация, сложная проблема, то здесь абсурдность получилась этой ситуации, которая произошла в реальной жизни. Мында эн эсас проблема көстөрүлгөн бул кезде дерсликлер. Дерсликлер меселеси бул аслында пек муим мевзу биздин арамызда, учалар арасында, мектеп ожалар арасында, эн эсас бул мектеп ожалар арасында. Чүнки оле дерсликлер оле жазылган ки, атта ожалар базы вазифелерни өзлері аннатып оламайлар ве бежеріп оламайлар. А почему так у нас произошло? Почему так? В какой момент пошло куда-то что-то не так? С учетом того, что язык все хуже и хуже, знания, да, языка у детей. Я сама дочь учительницы, и я помню, как она, приходя домой, говорила, что есть дети, которые не могут даже поздороваться. То есть «Селям алейкум» — это для них что это? О чем вы со мной говорите? И год от года ситуация лучше не становится, но учебники почему-то все сложнее. Как так получилось? Ну, бу суал мен билесем бизге дегел, башка адамдарга бермек керек. Ама біз не түшүндүк. Дерсликлерде боле вазифелерни көргенде ожалар өз арасында музакире этип, bir toplashmaq ve ya da to gerekmasa da bu şeylerini muzakere edip kotermege bu suallerini gerekler. Учебники не должны так быть построены, да, чтобы адаптировать под себя. Bu балларның севие биринчиден. Может быть, модно, престижно считается среди тех, кто пишет учебников, что я, смотрите, как круто все, как лихо закрутил, как я могу, да, какой мой реальный уровень. То есть идет соревновательность между теми, кто составляет учебники, а не идет забота о реальной ситуации. Мы на самом деле не знаем, как происходит весь этот процесс, да, и какие требования от составителей. Допустим, есть некий учитель в сельской школе, которому сложно работать по учебнику. Но мы-то не знаем о том, что в чем сложность. Поэтому задача вычленить, какие сложности возникают, для того, чтобы получить обратную связь. Написан учебник, хорошо, красиво, любая книга какая-то, да, которая доставляет трудности. Нужно получить обратную связь, обсудить и решить этот вопрос. Что делать для того, чтобы этих проблем дальше не возникало? Для меня еще такой вопрос. Должны ли родители делать с детьми уроки? Либо это должно... Вот со мной в детстве никто уроки не делал. Я со своим ребенком уже уроки какой-то период делала. То есть должны ли родители делать уроки? В начальной школе как таковых домашних заданий нет в первом классе. Да, это все делается в школе. А в старших это в том числе и задача родителей. Этот процесс так поставить, решение домашнего задания, чтобы дети делали это самостоятельно. Но родители, конечно, тут скажут: простите, давайте что-то попроще, чтобы дети могли это делать. Тут и родители не могут, более того, и учителя не могут решить этот вопрос. Да. Тоже. Здесь целый клубок проблем, потому что мы-то там увидели, еще показали и студентов крымско-татарских факультетов. Да, да, да. И вопрос же к ним тоже. И то качество есть этих высшая студентов. школа, общеобразовательная школа, вот это все, это наша общая проблема, которую нужно вот сесть и методически разбирать, где вот это, где вот в этой цепи звено слабое. Да, проблема. По идее, везде слабое. Бу кезде да bir şey бар еді. Бу вазифені берген ожа өзі анламады бу вазифені. Кенеде көресіңіз, ана бабалар студентлерге телефон açtı, студентлер ожасына телефон açtı, ожасы дей ке көстермаға бу вазифені. Бу вазифені көргенде сұрады қачыншы сынып, қачыншы мектеп, я бу менің вазифемді, мен берген вазифесі.
Onun için hocalar bергende başta özleri bu vazifelerini çözmeye gerek. Ve балалардың seviyesine göre onun sınıfta farklı seviyede балалар men birleşsem. Hatta Kırım Tatar tilini şahsi alsak seviyeleri farklı. Onun için her bir hoca o sınıfında балалардың seviyesini korup vazifeni vermeye gerek. Но, знаете, это тоже адская работа получается, что если в классе 40 человек, и все они разные, у всех разный уровень подготовленности. Плюс-минус aynı. Вот плюс-минус aynı seviye. Среднеарифметическое, если взять. Ну, Но у нас есть дети, которые вообще языка не знают. Это должны быть дифференцированные задания, вы говорите. En azından ozu alıp çizsin, bu vazifeni kimse çizip bulamadı. Ne bala, ne ana babalar, ne studentler, filfak studentleri, ne hocası. Problema nede? Demek ya da vazife hatanen yazılgan, ya da hoca vazifeni bergende o'zi bakmayıp, düşünmeyip, bütün sınıfta 30 ana baba son grupada, chatlarda siz nasıl yaptınız, muzakere etip onu çekişip yapalım. Либо такие учителя, уровень подготовки учителя. Bakmayı берелер планларға göre. Да, напишите, давайте предложим Какое нашим решение, зрителям, напишите, какое вы видите решение проблемы, поднятой в этом кейсе, а может быть и клубка проблем, которые были затронуты, которые были описаны. Ждем с нетерпением ваших комментариев. Теперь я хочу перейти к кейсу номер 3. Очень яркий получился кейс. Луиза Ханум-Осинова сыграла учительницу. С этой ситуацией, я думаю, тоже сталкиваются и не только, наверное, родители, да, а сколько дети. И если дети в контакте с родителями, наверняка эта ситуация становилась предметом обсуждения в семье. Итак, смотрим кейс номер 3. У моей кошки 9. Selam aleyküm. Oturunuz. Bugünkü dersimiz sınıfta geçmeyecek. Bugünkü dersimizni taze havada geçirecekmiz. O'quv ishlari mudiri azbarni jishtirmaga rica etdi. Onun uchun biz şimdi azbarga chiqib, sipirmek kerakmiz, çöplüklerini toplamak kerakmiz. Anladınız mı? Ya dersimiz olacak mı? Pek çok mevzular öğrenilmey kaldı. Mevzularını evde bakarsız, o'zingiz okursiz. Oraya böyle dep aytdı, müdirge yok dep olamayım ki. Anam ve babam mektepte ne için Kırım Tatar tilini öğrenmeysiz dep soraylar. Kırım Tatar tilini öğrenmek gerekmi? Kırım Tatar tilinde evde laf etmek gereksiz. Meraklı olsa mektepke gelip müdirden sorasınlar. Балар, selam aleyküm. Oturunuz. Балар, bugün yeni mevzu öğrenemiz. Metinle müstakil çalışacağımız. Onun için dersliklerini açamız ve okuyumuz. Açamız ve okuyumuz. Uriye. Uriye. Sen Kırım Tatar tilini öğrenecek edin de. Dersligini aç da oku. Ne köpek suarıp oturasın? Ana babana da aytacağım. Derslerde nenin uğraşkanını. Мне было интересно наблюдать за реакцией больше самих учителей. И я видел, что очень многие узнавали
своих коллег, наверное, или кого-то, потому что они вот сидели, шушукались, смеялись и показывали пальцем в Белкім да экран, бір да. сілері фикірлеріне келді. Более того, даже Луиза Ханум, когда читала сценарий, когда она играла, она такая прям остановилась, говорит: «Фу, какая учительница Мегера, я прям не знаю», говорит. Я бы не хотела такого, да, учителя. И опять это реальная ситуация. Есть такие учителя, которые преподают крымско-татарский язык и безучастны, и зная, на каком уровне сейчас у нас образование и обучение крымско-татарскому языку, вот так халатно относятся. Мы ждем комментариев от наших зрителей по кейсу номер 3. Будет очень интересно почитать, что вы увидели и как можно решить поставленные там вопросы. И хочу вас в целом спросить, вот по прошествии 3 дней, что вы увидели, какие общие итоги вы для себя сделали об учителях, о крымско-татарских педагогах на конец апреля 2023 года? Hocalar böyle yarışlarga, canlı konuşmaga pek muhtaçlar. Çünkü mektepte ve işlerinde alıştılar pet şuralarda, konferensiyalarda sınırda tutmak özünü. Ama böyle festival şeklinde geçirilgen yarış, men bilesem, sınırlarını açtı. Onlar özlerini serbest tuttular ve bizim festivalimiz, böyle yarışımız canlı şeklinde geçti. Biz devam edecekmiz, planlaştıramız her yıl geçirmege böyle yarışlarını ve men bilesem bizim hocalarımızın sayısı da artıracak ve finalistler 30 değil ama ziyadece olacak. Вот если говорить об уровне, заметили ли вы разницу между городами, скажем, и селами по уровню подготовки, по креативу, по другим каким-то качествам? Ну, не знаю, я не заметил. Ahmetçik hocaları biraz mında çokça böyle yarışlar hocalar arasında Rus dilinde olğan için. Я-то этого не заметил, что есть разница между учителями из сельских школ и учителями, допустим, городских. Ну, например, у нас есть в тройке лидеров учителя из района, из Ленинского района. Поэтому этого не ну, я лично для себя не заметил, что есть разница какая-то. Есть разница возрастная, да. Вот если учителя, которые молодые, они больше такие креативные, они в тренде, какие-то образовательные тренды, они об этом знают, да, например, там нейросети, какие-то цифровые ресурсы. Учителя постарше, да, они более классичны, но при этом они открыты, они как губка поглощают все, они включаются, они не хотят уступать. И есть учителя в возрасте, которые тоже оказались в тройке лидеров. Поэтому сказать, что есть разница между регионами, Вы сложно. какую-то обратную связь получаете от них спустя время? Поддерживаете ли вы с ними контакт? Tahsil anahtarı yarışını biz teşkil etkende bir chat yaptık. 2 chat var. Birinci chatımızda bütün umumi toplagan hocalarını biz anda görsettik. 150'den ziyade. İkinci finalistler. Знаете, какая основная проблема многих конкурсов? Они проводятся конкурс ради конкурса. Что потом? Когда мы отправлялись к спонсорам, основной вопрос, который они говорили, ну вот вы проведете, а что потом? И очень важно, такие масштабные конкурсы, в которых мы участвовали, у них есть постконкурсное сопровождение, это называется, когда участники, мы вот выявили этих активных, инициативных, и нужно как-то их продолжать поддерживать. И это же создание сообщества, это не занимает время в 3 дня. Это очень долгий такой
процесс кропотливый, да. процесс. Поэтому и вот неопедшура, вот этот непедсовет, говоря на русском, одно из таких постконкурсных сопровождений. Пригласить участников и новых участников, чтобы они пообщались с теми, кто уже поучаствовал, они рассказали, что там было, чтобы эти загорелись, посмотрели и, возможно, приняли участие в следующем конкурсе. Вот. И ну, такой формат отдыха. Отдыха с пользой. Да, отдыха с пользой. Сау болыңыз, судьялар. Сіз де çok Возвращаем sağ olunuz. вас в вашу педагогическую рутину. У вас идет сейчас активно процесс летних лагерей для детей и подростков. Как вы вообще, вот в двух словах, если насколько тяжело проводить такие лагеря? Это в удовольствие. На самом деле, потому что вот мы говорим о том, что, ну, все говорят, я люблю Крым, я люблю свою родину. Ну, задаешь вопрос, а что такое Крым? Что такое твоя родина? Ты ее видел? Нет. Дальше Симферополя не выезжал. Мы говорим, чтобы полюбить родину во всей ее красе, нужно ее увидеть. Поэтому вот одна из задач — это показать Крым и через наши традиции, крымско-татарские традиции, через наши исторические памятники и так далее. Ну и, конечно, мы насыщаем это все событиями, которые развивают вот эти soft skills, креативность, критичность мышления и так далее. Балалар ден çalışқанда вот юз файыз бересің, екі юз файыз аласың. Сколько ты дашь, в 2 раза больше ты получаешь. Вот для меня так. Менден де сұрайлы. Сен бір-бірін артындан сменалар. Бір авта кечересің, келесің, кенеде келечек күні кетесің. Болдырмайсыңызмы? Мен дейм, жоқ, мен болдырмай. Мен зев қалам, кейфленем. Бұл балар біздің келечегіміз. Шымды біз оларға қырымға севгі ашламасақ, келечегіміз біраз соны olur. Қырымы көріп, севіп, она тек алмақ да çok vermеге керек. Sevген еріне, ана yurtuna vermеге де керек. Бұның ішінде ватанперверлік. Баларын көзінде атешін көрсен, білмеймін, мен оғадар ғұрланам, оғадар гөңілдің көтере. Білесіз, біздің балачықларымыз тербиелі. Қайда барсақ, қайсы отельде олмасақ, отельерін сайыплер айталар. Сіздің баларыңыз пек тербиелі. Ер вақыт сағылыңыз дей, селам әлек, селамлашалар. Атта базы балар дейлер, елчіклеріңіз дерт көрмесін, біле ашқанелерден. Темізлер, одаларыны теміз тұталар. Чему я еще благодарен, так это и ательерам. То есть Да, они, наши крымско-татарские ательеры, они тоже не стоят в сторонке, и они с удовольствием идут навстречу, да, помогают, да, конечно, приезжайте. Вот мы сейчас в такой красоте находимся, да. Отели Хаял, в Алуште. Красота необыкновенная. Хаялда еді күн кечірмек үшін, бұл білесіңіз пек более балабанши, чүнке мында келіп оғадар чоқ дүлбершілеріні көрмеге мүмкін. Қырымымыз дүлбер, ама отырған ерімізді дүлбер олса, яғни отельде, одамызда, дүлбер ашханеде, дүлбер ашханеге келіп, оле дүлбер сервировкаларын көріп, дүлбер сервисini көріп, отырып ашамаға, это эстетическое удовольствие получаешь. Поэтому здесь со всех сторон, то, что вы думаете про красивое, когда смотришь на красивое, красивое рождается. Отелар, я благодарю вас за интересную беседу. Отпускаю вас к вашим детям, которые, наверное, вас уже заждались. Ставьте лайки, пишите комментарии, ждем вашей обратной связи. Нравится ли вам такой формат освещения педагогических процессов в нашей крымско-татарской среде? Хотите ли вы новые сюжеты, новые репортажи? Ждем с нетерпением. Вот такая у нас получилась беседа. Если вы смотрите это видео, являетесь педагогом или среди ваших знакомых, родных есть учителя, то для вас важно объявление. С 21 февраля объявляется старт нового конкурса «Тасиль Анахтары». К участию приглашаются все крымско-татарские педагоги вне зависимости от специализации. То есть для того, чтобы принять участие, не обязательно быть учителем крымско-татарского языка. Для того, чтобы подать заявку, вам нужно будет заполнить анкету. Ссылка на телеграм-канал конкурса у нас в описании. Посмотрите внимательно. А если же вы являетесь крымско-татарским бизнесменом, то в ваших руках
поддержка такого важного педагогического начинания. Крымско-татарские педагоги – это те люди, к которым мы каждый день приводим своих детей. И от них зависит, будут ли наши дети уметь и любить учиться. А это наше будущее. И сегодня так получается, что и в руках крымско-татарских бизнесменов поддержка таких важных социальных проектов. Будут ли наших детей окружать мотивированные, прогрессивные учителя, либо педагоги выгоревшие, которым ничего не надо? Пишите комментарии, с вас лайк, подписка, а с нас новые видео на этом канале. До встречи!